Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы делаем расклад на любовь. Будем обсуждать такие вопросы. Любит ли вас человек? Что он хочет получить от отношений? Вашу сексуальную совместимость посмотрим. Позиций будет три варианта. Давайте вытащим по одной карте как сигнификатор на каждый вариант. Первый вариант, второй вариант, третий. Выберите нужный вам вариант. Загадайте вашего партнера, представьте себе его. Мы начнем с первого варианта. Так, давайте посмотрим карту. Туз жезлов. Сразу вылезла нам карта, показывающая то, что этих двоих людей безумно тянет друг к другу. Очень страстно тянет друг к другу. Вот, давайте спросим, любит ли вас загаданный человек? Он вами одурманен. Вот, и даже как-то по карте суд может проигрываться, как хочет с вами серьезных отношений, или вы, может быть, состоите в серьезных отношениях, но тут как бы человек одурманен вами. Карта любовного напитка. Тут по карте туз жезлов это такая энергия очень немножко животная, скажем так, стихийная. Вот. Человек находится в каких-то ограничениях, что-то ему мешает полностью раскрыться в своих чувствах к вам. Карта ограничений. Так, что этот человек хочет получить от отношений с вами? Давайте спросим. Выходит у нас тут карта тайной женщины, тайной жрицы и королева кубков. В любом случае это ваш сигнификатор, то есть королева кубков, то есть женщина, которая к себе, конечно, очень сильно манит, потому что она такая нежная, чувственная, эмоциональная. Вот. Либо он хочет сделать вас своей тайной женщиной, то есть, может быть, как любовница проигрывается вообще. Тут выходит у нас пятерка пентаклей. Я бы хотела ее уточнить. Что в данной позиции означает пятерка пентаклей? Что карта имеет в виду? Так. Как-то здесь проигрывается то, что он может стать нищим, но не в прямом смысле этого слова, а как бы стать нищим, если он сделает вас своей любовницей.
Почему-то так вот у меня проигрывается. Ему надо как-то воспринимать вас как пару для серьезных отношений, чтобы составить с вами семью, состроить. Иначе будет все очень плохо. Так, то есть он должен стремиться создать с вами семью. Чтобы вы ни в коем случае не были для него любовницей. То есть, если он пойдет по неправильному пути, то он очень многое потеряет в своей жизни. Как-то так я вижу эти карты. Так, давайте зададим вопрос, что укрепляет ваш союз? Так, извиняюсь. Что укрепляет ваш союз с этим загаданным партнером? Ну, в общем, человек, видимо, находится после какого-то кризиса, может быть, у него до вас был кто-то, и он ушел из этих отношений, и ваш союз укрепляет то, что, вот, скажем так, вы объединились после какого-то кризиса, из которого он ушел. Так. А что разъединяет ваш союз? Такой вопрос зададим. Разъединяет ваш союз то, что человек строит из себя жертву обстоятельств и как-то вот не стремится в полной мере обрести с вами счастье. Да, он вами одурманен. Ну, в общем, по умеренности и по повешенному можно сказать то, что он как-то не спешит узаконивать ваши отношения, узаконивать не в плане там то, что может быть в ЗАГС пойти или еще что-то, да, ну, просто объявить даже то, что ты моя девушка, я твой парень, там, ты моя женщина, я твой мужчина. Вот, вначале нам выходило то, что у него есть ограничения какие-то, ограничения. Возможно, человек действительно после каких-то отношений к вам пришел и как-то воспринимает вас пока в роли любовницы, что ли, не знаю, ну, или воспринимает вас женщина, которая дает ему сейчас, на данный момент, какие-то эмоции. Но он как-то не спешит, а карты показывают то, что ему наоборот нужно с вами, ну, по-серьезному на вас взглянуть, построить с вами семью. Так. Давайте спросим, насколько у вас есть сексуальная совместимость, то есть насколько
вы совместимы сексуально. Ну, да. Так. Этот человек рядом с вами чувствует себя и рыцарем жезлов, как раз таки говорящий о сексуальной совместимости, и императором он себя чувствует. Так, давайте спросим, насколько партнер щедр с вами. Так. Угу. Ну, что-то хитрит у нас здесь человек, хитрит. Сегодня так, завтра эдак. А заместо того, чтобы быть щедрым, он, наоборот, что-то пытается у вас украсть. Украсть не обязательно там деньги или что-то материальное. Может быть, украсть ваше время, может быть, украсть как-то вашу энергию. Так. Будущее отношения, будущее на ваши отношения на ближайший год или на ближайшие полгода, давайте загадаем. Так. Будущее ваших отношений на ближайшие полгода. Король Пентаклей. Так. Угу. Но он совсем почувствует себя хозяином положения. Король Пентаклей тут такой человек, у которого есть все. Тут по шестерке кубков, конечно, есть момент того, что есть любовь друг к другу. Ну вот шестерка мечей, что-то мне здесь не особо нравится в этом раскладе. В том плане, что человек пытается выйти, что ли, из этих отношений. Так. А как вы относитесь к этому партнеру? То есть насколько вы его любите? Ну, вы тоже хозяйкой выходите, императрицей. Угу. Ну, в любом случае, как бы вы такая женщина, которая себя в обиду не даст, и вы относитесь к этому партнеру по справедливости. Вот, если что, вы можете рубануть из плеча. Вот. Он, в принципе, рядом с вами тоже чувствует себя императором. Вы тут императрицей как бы выходите. Ну, то есть одурманить себя и дать в обиду вы себя не дадите. Это уже очень сильно радует. Вот. Как бы, в принципе, по императрице и то, что он выходит императором, вы хорошая пара. И также вот он король Пентаклей здесь у нас выходит. Но что у нас означает в раскладе шестерка мечей? Он собирается уйти из отношений? Давайте спросим. Ага. Так. Ну, что-то выходит здесь любовный треугольник. Может быть, вы находитесь в позиции любовницы все-таки. И человека вас тянет и сексуально, он вообще вами одурманен, и как-то он вас тайно скрывает.
ему нужно было бы с вами построить отношения серьезные, но он как-то этому противится. Он понимает то, что вы для него идеал. И тут императрица вышла, и карта звезды. Угу. Так, давайте спросим совет у карты Таро для вас. Что вам делать в этой ситуации? Ну, грубо говоря, выясните отношения с этим королем кубков. Выяснить, поставить точку. Поставить точку, либо мы идем дальше вместе, либо никак. То есть сделать конфликт, выяснить отношения с этим человеком однозначно. Выяснить отношения. Иначе может быть очень плохо. Надо поставить точку, которая будет означать либо все, мы закончили эти отношения, либо мы начинаем их как-то заново, но уже чтобы вы были в позиции не какой-то там тайной женщины, которая нам выходит почему-то там, вот, а вот все-таки в позиции серьезных отношений. Так, ну вот как-то так первая позиция у нас вышла. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии. Так, это у нас была первая позиция. Мы переходим ко второму раскладу. Настройтесь на вашего партнера. Представьте себе его. Сейчас я посмотрю сигнификатор всей этой ситуации. Король жезлов. Еще один у нас жезловый товарищ вышел сразу. Вот это тот человек, на котором мы сегодня гадаем. Очень страстный человек. В каком-то смысле сердцеед. Так, ну мы сейчас посмотрим. Так, любит ли вас загаданный партнер? Так. Да. Так. Я сейчас зажгу свечку. Так, ну, он у нас выпадает королем жезлов, вы выпадаете королевой жезлов тоже. То есть вы пара, вы сочетаетесь друг с другом. Вот, но здесь есть десятка мечей. Какой-то кризис произошел, ссора или выход из отношений, или что-то такое, не знаю, конфликт между вами. Но человек, он как бы все равно по девятке кубков, он вами одурманен. В любом случае, как бы карта показывает то, что он вас любит, но есть какой-то кризис.
Что хочет получить от этих отношений загаданный партнер? Пока он у нас в отшельниках, то есть пока он как-то в раздумье, что ли. Он хотел бы стать королем кубков, конечно, то есть более таким зрелым мужчиной в плане любви. Так, сейчас еще зададим вопрос. Что укрепляет ваш союз? Укрепляет ваш союз то, что вы бываете, скажем так, более разумный в этих отношениях. Потому что тут очень много мастей жезловых нам выходит. А жезлы — это у нас импульсивность, вспыльчивость, такие огненные стихии. Вот, и вы умеете с этим справляться. То есть можете быть спокойной. Эта черта вас очень сильно привлекает. Ваши отношения держатся вот на какой-то вашей сознательности. То есть вы в омут с головой в эти отношения не пускаетесь, а как-то все-таки стараетесь думать головой тоже. Так. Что еще укрепляет ваши отношения? То, что между вами все равно есть, скажем, такие стрелы Купидона. То есть и по масти жезловой можно сказать, что вы питаете друг в друге страсть. И, в общем, по этой карте можно сказать, что вы умеете соединять вещи, которые кажутся несоединимыми. Вот. То есть вот что-то такое укрепляет ваш союз. Так, что разъединяет ваш союз? Давайте спросим. Разъединяет ваш союз какая-то погоня за идеалами, то есть погоня за идеальными отношениями, что ли. И постоянно какая-то борьба. Ну тут у нас масти борются тоже между собой. Мечевые масти и жезловые. Вы, в общем, как-то боретесь за идеальные отношения, и это вас как-то разъединяет. То, что каждый, видимо, каждый из вас видит, как должны выглядеть эти отношения. И у вас постоянные споры есть на эту тему. Каждый хочет высказать свою точку зрения, и каждый борется за нее. Прям с обеих сторон. Вот это нам два человека как бы. И тут с мечом, и этот тоже борется. Так, погоня за идеалами. Вот что разъединяет ваш союз. Так, давайте посмотрим вашу сексуальную совместимость. Ну, я, конечно,
В любом случае, думаю, что у вас здесь все в порядке с этим, потому что вы у нас выходили как король жезлов и королева жезлов. Но, тем не менее, ваша сексуальная совместимость. Да, вот рыцарь жезлов нам еще выпал тут. Все у вас в этом плане в порядке. Ну, карта Луна. Вот карта Луна. Что она у нас здесь означает? У вас есть чувство к друг другу, у вас есть сексуальная энергия, в принципе. Ну вот, по карте Луна есть какие-то подсознательные страхи глубинные. Так, чего вы боитесь? Давайте у карты уточним. Что за глубинные страхи? Сплошные кубки вышли. Может быть, вы боитесь, что ваша сексуальная жизнь, скажем так, стоит на первом месте. И что это может привести к тому, что может привести к какому-то разрыву. Может быть, в ваших отношениях не хватает духовного какого-то начала. Так. Давайте спросим вопрос тоже, насколько партнер щедрый с вами. Так, пентакли нам вышли. На вопрос. Такое ощущение, что он в вас очень много вкладывает, чтобы вы были вот такой женщиной. Он очень много в вас вкладывает, и, может быть, как-то материально в том числе, и остается ни с чем. Потому что в эту женщину надо вкладывать очень много, чтобы она жила в райском саду. Карта райского сада. Как-то вот так вот здесь проигралась эта позиция. Давайте спросим будущие отношения на ближайшие полгода с загаданным партнером. Так. Ну, в принципе, две из этих карт хорошие у нас выпали. Влюбленные, то есть ваш брак или союз благословляется ангелом. Вот, это очень хорошо. Вы у нас выходите здесь как королева пентаклей еще. То есть карта жены. Но еще вышла карта девятка жезлов. То есть карта обороны. То есть человек здесь умудренный опытом. Он же как-то вот так сторонится, закрывается, чего-то боится. Боится какой-то атаки на него, что кто-то его будет атаковать. Так, что же это означает-то? Ну, то, что, скорее всего, нужно с осторожностью как-то не бросаться в омут с головой в эти отношения. У вас у друг друга очень большая как бы сексуальная энергетика.
нужно с осторожностью выстраивать эти отношения, чтобы ничего, чтобы друг друга не поранить словом, действием. Так, совет от карт Таро. Извините. Так вот делаем. Так. Можно это проиграть так, то что не нужно быть таким наивным, простофилией, как-то так, сломя голову, мчаться куда-то в припрыжку. Иначе можете остаться либо в духовной нищете, либо в материальной нищете, да. То есть здесь что-то карты нам про материальное начало говорят, потому что туз пентаклей и пятерка пентаклей. Может, как-то не надо сорить деньгами. Может, даже вот так может проиграться. Так, давайте еще выложим. Да, тут все про пентакли. Тут у вас тут какой-то момент денежный идет. Тут нам выходило то, что он в вас вкладывается и материально, да, и это не дает, и он остается в какой-то нищете, в какой-то степени. Вот, может быть, вам как-то по-правильному надо обращаться с деньгами. Я не знаю, как у кого проиграется, потому что расклад общий все равно. Ну, какая-то вот такая позиция. Я вот все, что смогла сказать, наверное, вот пока так. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите, мне тут не совсем, конечно, я до конца допоняла, что же нам карты в конце советуют. В любом случае не нужно быть наивным, иначе это может привести к нищете. То есть вот тут что-то с деньгами момент какой-то есть. Может быть, нужно дать возможность этому человеку стать королем Пентаклей. То есть, может быть, если вы из него очень много, скажем так, брали денег на свои какие-то нужды или еще что-то, то есть он может как-то обеднеть. И ему нужно стать сначала королем Пентаклей, то есть полностью обеспеченным человеком. Вот, и вам надо как-то поумерить свой пыл в плане денег. Немножко, скажем так, сознательно подойти к этому вопросу. Если у вас проигрывается какая-то ситуация, связанная с деньгами, напишите мне, пожалуйста, что это тут означает. Что-то я не совсем понимаю, конечно, в конце. Вот, в общем, такая позиция. Спасибо за просмотр. А я перейду к третьему варианту. Так.
Мы переходим к третьему варианту. Настройтесь на своего партнера. Так. Сигнификаторы этой ситуации. Паж кубков. Ну, уже нам что-то говорит о любви. Так, давайте уточним эту карту. Любит ли вас загаданный партнер? Он такой еще юнец в любви, скажем так, вышел нам сигнификатор. Так, любит ли вас загаданный человек? Уф, что у нас тут за ситуация? Ну, по башне старший аркан башни у нас тут выпал. Ну, какой-то очень сильный был конфликт с этим партнером. Ну, какие-то здесь обиды, ссоры. Каждый ушел ни с чем в этом конфликте. Так. На почве чего у вас был конфликт? На почве того, что каждый трудился над этими отношениями, и они не принесли каких-то плодов, того, чего вы ожидали. Так. Но сигнификатор-то у нас паж кубков выпал. Так, давайте зададим вопросы. Что хочет получить человек от этих отношений, загаданный партнер? Угу. Ну, как-то он хочет пустить пыль в глаза, быть каким-то манипулятором, то есть хочет вами как-то манипулировать тут. И человек может быть сегодня таким, завтра вот таким. По карте шут он как-то пока вот незрелый очень товарищ, такой наивный. И вот эта двойственность. Он может сегодня быть наивным, завтра, наоборот, быть человеком, который любит держать все под своим контролем и который любит манипулировать. Так. Что у нас тут? Какой-то любовничек вышел, что ли? Такой паж кубков, который еще пока не умеет любить. Такой юноша еще пока. Так, что укрепляет, на чем держится ваш союз? Мне вообще как-то непонятно. На сильном протяжении друг к другу держится ваш союз. Ну, видимо, вы как кармические партнеры друг другу даны. Что-то у вас здесь не все в порядке, конечно.
явный был сильный скандал. Так, что разъединяет ваш союз? У партнера здесь карта жертвенности. Кто-то подвисает здесь в этой ситуации. Вот ему так хорошо висеть, и он не будет ничего делать. То есть очень много глубинных страхов, подсознательных. Так, давайте посмотрим вашу сексуальную совместимость с этим партнером. Кто-то из партнеров здесь бывает холоден в плане сексуальном. Вот, выходит здесь, конечно, двойка кубков. То есть такой может быть как бы зарождающийся роман. Возможно, у вас только-только, который начался, не который там уже там, год, ну там, не знаю, там 5 лет, 10 лет, который недавно начался. Так. Что-то, какой-то расклад. Тут вообще у вас вы вообще вместе, хочется спросить. Так. Насколько щедрый партнер с вами? Так. Ну, он щедр в плане любви. Так, тут карта смерти у нас выходит. Так, давайте посмотрим-ка будущее ваших отношений на ближайшие полгода. Ну, вас объединяет, конечно, какие-то ностальгические моменты, да? Ну, тут двойственность. Все, в принципе, все в перспективе, конечно. И тут карта Солнца тоже хорошая карта. То есть, скорее всего, все нормализуется. Вот. Сейчас у вас явный какой-то идет кризис, недопонимание друг друга вообще. И загаданный партнер ведет себя очень странно, потому что мне не нравится вот эта позиция, где выходит у нас двойка пентаклей, двойственность, карта шут и карта мага. То есть партнер какой-то очень такой хитрый. Если вы сможете как-то вот перетрансформировать его по карте смерти. Ну, в принципе, на будущее вроде все должно нормализоваться. Вот. Возможно, вы сейчас в кризисе с этим партнером. Совет карт. Давайте спросим, какой совет у карт? Королева жезлов, колесница. Так.
В общем, вам нужно быть сердцеедкой, врубить всю свою сексуальную энергию, и тогда будет победа. То есть также вам нужно справиться со своими темными, светлыми сторонами, чтобы здесь все было в порядке. Ну и, скорее всего, партнеру тоже нужно справиться со своими какими-то пороками. Тут он у нас то шут, то маг. В общем, ему надо стать зрелым. И 7 кубков. Карта иллюзий, каких-то мечтаний. Так, давайте еще выложим, что за карта мечтаний. Так. Но вам надо как-то состроить планы, взять ситуацию в свои руки и немножко быть бдительной в этих отношениях. Тут еще королева кубков нам вышла. Ну, в общем, да, интересная позиция, конечно. На будущее у вас все будет хорошо, однозначно. Какая бы у вас ситуация здесь не проигрывалась, и вам сулит победа, но нужно быть бдительной и как-то держать все в своих руках. Не давать этому человеку манипулировать вами и взращивать в нем короля, пока он еще у нас вот паж кубков, такой юнец в любви. Может быть, с этим связаны какие-то конфликты, ваши ссоры. Ну, как-то вот так вот проигрывается. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Пишите комментарии. Все расклады получились очень интересные и разные. Вот. Буду рада, если я кому-то смогла в чем-то помочь.